Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Садитесь. Я узнаю интерес слова, и я воспитываю самое интересное, что я присоединяюсь к персонажу и включаюсь из себя. Скажите, пожалуйста, дети мои, о каком уроке я говорю? Русский язык. Русский язык. Этика. Этика. Молодец. Похлопаем, ребята. Значит, сейчас у нас урок литературы, да? Давайте все достали тетради, книги, ручки, быстро приготовимся к уроку. Сегодня у нас в классе кто дежурный? Я дежурный. Пожалуйста. Сегодняшнее число 28 февраля, день недели, среда. Сегодня в классе нету Джарабаева Зарина. Так, сегодня в классе нету Джарабаева Зарина, да? Остальные все в классе? Да. Хорошо, ребята. Сейчас мы с вами разделимся на 3 группы. Вот здесь есть корзинки. Вот желтая, зеленая и красная. Кому какой цвет нравится, ребята, выбирайте и садитесь сюда. Хорошо? Давайте. Пожалуйста, идите. Так, все, да? Мы уже разделили, да, ребята? Да. Тогда здесь что вы видите? Подснежник. Да, это подснежник, да? Подснежник – это первые цветы, которые расцветают после зимних холодов, да? И вот, ребята, если кто на сегодняшнем уроке очень хорошо участвуете на этом уроке, ребята, тогда я вам даю эти подснежники. Вот видите? И вы собираете вот эти подснежники в эту корзину. Хорошо? Давайте тогда начнем. Ребята, на прошлом уроке какую тему мы с вами проходили? Можно я отвечу? Пожалуйста, Дина. На прошлом уроке мы проходили тему «Кавказский пленник», домашний пересказ, учить словарь, писали ошибок и съемки. Молодец. Значит, домашняя работа была пересказ текста, выучить слова и составить ошибок или схему. Все выполнили? Да. Все готовы? Да. Давайте тогда. На пересказ кто выйдет? Я. Так, пожалуйста, Амштали. Так, словарь выучили, ребята? Да. Кто будет на доске? Сумая и Руксора, пожалуйста. Так, составили ошибок или схему? Кто? Пожалуйста, Динара. Мадина, давайте. И еще тут у меня есть, ребята, карточки. Так, Ильхам, это тебе. Сумая, Малика и Хамида. Остальные, ребята, все откройте тетради и все слушайте. Тетради, я проверяю вашу работу, и все слушайте внимательно. Пожалуйста, давай, начнем. Служил на Кавказе офицером один воин. Звали его Жилин. И однажды ему пришло письмо от дома. Это письмо было от матери. Там было написано: «Стара, я устала, хочу тебя повидать до смерти. Приди и похорони меня, а когда я умру, можешь идти на работу. А я тебе уже невестку перестала, хорошая и именинная. Если невеста тебе понравится, можешь жениться». Так было написано на письме. А Жилин откликнулся: но я не хочу пойти, может, мне хочется увидать, но есть причина. Если мне невестка понравится, могу ее взять в жены. Так подумался и выпросил отпуск. На Кавказе тогда была война была весной. Ни днем, ни ночью не было проезда. Ходили провожатые солдаты. Ходили солдаты в средине народ. Они должны были пройти 25 верст. Они ходили в пустыне, и не было воды и еды. Они хотели пить, но не смогли. Он сказал Жилину: «Жилин, давай уходим сами. Если здесь останемся, можем умереть без воды». Так сказал Костылин Жилину, и Жилин сказал Костылину: «Ружье заряжено, сказал Костылин,
и они уехали сами. Они очень много ходили и жили, что-то чувствовали, как-то чувствовал. Как-то чувствовал и... Стоп, молодец, Мыштан. Значит, где служил Жилин? На Кавказе, да? Ребята, у вас вопрос есть? Ребята, давайте все смотрим сюда. Мадина составила ажиток. Давайте, пожалуйста, Мадина. Я составила ажиток про Жилина. У меня 10 критерий. Здесь 10 критериев, да? Давай, Мадина, ты читай первое, третье и четвертое. Имя Жилин, кем был кавказским офицером, сила в том, что он делал все обдумав и не спеша. Молодец, умница. Похлопаем, ребята. Так, пожалуйста. Так, Динара у нас составила схему, да? Я Давай. составила схему про кавказский пленник. Жил на Кавказе один барин, звали его Жилин. В середине рассказа он попал в плен, а в конце он вернулся в родину цел и здоров. Молодец, умница. Похлопаем, ребята. Так, девушки, вы закончили? Вы выучили слова, да? Да. Руксора, пожалуйста. Шашка, клыч, пайлок, киз, смирный пост, примечать пайлок, век, клыч. Молодец, умница. Так, Джазгуль, шашка это что? Шашка — это клыч. Дамир, смирный. Сумая. Хавалы көтеріп жүреді, неловкий, ыңғайсыз, совершать клу жасо, главне спускать көзалбо, погоня кугун. Молодец. Так, Дикшот, глаз не спускать, это что? Хорошо, Малика. Паволов. Так, молодец, умница. Садись. Карточки закончили, ребята? Да. Так, Ильхам. Так, Ильхам молодец. Ильхам ответил на все вопросы. Похлопаем, ребята. Так, еще кто? Сумая. Сумая. Здесь 3 вопроса есть. Сумая тоже, она очень тоже хорошо ответила. Молодец, похлопаем, ребята. Так, кто? Еще у кого есть? Хамида, да? Хамида. Хамида ответила на 2 вопроса, да? Похлопаем. Молодец, ребята. Ребята, вы все очень хорошо выполнили домашнюю работу, да? Первая команда очень хорошо выполнили, да? И на все вопросы они ответили. А вторая команда, вы тоже очень хорошо участвовали, да? Молодцы. И третья команда тоже очень хорошо участвовали на уроке. Молодцы, ребята. Давайте, ребята, все смотрим сюда. Значит, на прошлом уроке мы с вами проходили произведение «Кавказский пленник», да? И здесь идея повести «Кавказский пленник», ребята, нужно самому делать все, что в ваших силах, чтобы продвинуться дальше, а не сидеть и ждать чьей-то помощи. Да? И смысл повести «Кавказский пленник» – показать читателю, каким должна быть в сложной жизненной ситуации, сильным и волевым. А проблема повести «Кавказский пленник», ребята, проблема выбора человека в сложной жизненной ситуации. А повесть «Кавказский пленник» учит, что нужно быть смелым, преданным и человечным. Ребята, мы узнали и прочитали, да? Жизнь и творчество Льва Николаевича Толстого. Значит, детство Льва Николаевича Толстого прошло очень счастливо, да? Ребята, сегодня мы с вами знаем одного русского писателя, но у него детство прошло очень тяжело, сложно. Но
несмотря на это, он своим трудом достиг большого успеха. Ребята, сегодня мы с вами ознакомимся о жизни творчества Максима Горького. Давайте все откройте тетради, запишите сегодняшние числа. Все написали, ребята? Да. Молодцы. Это цель нашего урока. Сегодня с вами ознакомимся с биографией и творчеством Максима Горького. Развиваем мыслительные операции путем анализа биографических сведений и связанных жизней. И с вами воспитываемся сочувствовать гуманного отношения к людям. План нашего урока, ребята. Максим Горький – русский советский писатель, прозаик и драматург. И с вами работаем с текстом. И потом сделаем вывод. И на этом уроке, ребята, у нас новые слова. Они псевдоним, холера и дула. Псевдоним – это что? Вымышленное имя, которое иногда принимают писатели или артисты. Холера – это острое диарейное заболевание. Бурла – в старину рабочий, который в артели тянет на вечность бурла против течения. Сегодня мы с вами ознакомимся о жизни и творчестве Максима Горького. Настоящая фамилия Алексей Максимович Пешков, а Максим Горький у него псевдоним. У вас тоже есть такое прозвище, да, ребята? Да, я Ильхан красавчик. Молодец, Ильхан красавчик, да? Максим Горький родился в 1868 году в городе Нижний Новгород. Отец Максим Саватьевич Пешков был столяром, а мама Варвара Васильевна Пешкова очень хорошо знала русскую и зарубежную литературу. И у него есть очень хорошая, добрая, талантливая бабушка. Она очень хорошо знала русскую народную творчество. И каждый вечер она рассказывала внуку сказки. Максим Горький нигде не учился, где-то 5-6 месяцев он учился. Он так хотел учиться, но его не было возможности. И он так хотел поступить в университет, даже в университет его не принимали. Почему? Потому что у него не было аттестата. Максим Горький, днем он работает, а вечером каждый день он читает книги. Максим Горький всегда и везде он трудился. И все свои успехи он достиг через кропотливый труд. Например, у него талант от Бога. 1% талант и 99% был труд. И литературный путь Максима Горького, ребята, начался в 1892 году. И он написал первые произведения Макар Чудра. Здесь основная мысль рассказа Макар Чудра, ребята, заключается
здесь главный смысл рассказа, смысл жизни, любовь, воля, ценность, свобода и сила характера. Дальше он написал, ребята, многие произведения. Вот, например, «Старуха Изергиль», роман «Мать». И он написал, ребята, трилогию, которая называется «Детство в людях моих университета». Здесь автор рассказывает о своих студенческих годах. И, к сожалению, ребята, 1936 года, 18 июня, ребята, на даче Горько Максим Горький очень сильно заболел гриппом, и он умер. Ребята, когда родился Максим Горький? Повторим? Максим Горький родился в 1868 году, 16 марта. Где он родился? Еще? А где находится Нижний Новгород? Да, ребята, Нижний Новгород находится в России, да? Вот видите, ребята? Так, ребята, как называется трилогия Максима Горького? Сумая? Детство в людях мои университеты. Да. Детство в людях мои университеты. Трилогия Максима Горького, да? А первое произведение Максима Горького, кто знает? Рухсора? У него первое произведение «Макар Чудо». Макар Чудо. Ребята, все откроем книги, и мы с вами работаем с текстом. Так, первая команда. Детство Максима Горького. Вторая команда. Произведения Максима Горького. И третья команда. Последние годы и особенности Максима Горького. Здесь что вы делаете, ребята? Давайте все слушайте сюда. Все смотрите на меня. Здесь что вы делаете, ребята? Здесь вы, один ученик читает громко, остальные все слушайте внимательно. Хорошо? Потом можете, если хотите, сделать ажбок или схему. Даю вам 5 минут. Давайте, быстрее работайте. Начинаем. Детство и юность Максима Горького. Максим Горький обратился много веков. Его отец Максим Горький прибыл в 1870 году. В последние годы жизни Горького нагречу Астраханскую и военного, социального, политического и культурного преображения в России. Его творчество он отправился в Соединенные Штаты для сбора средств, поддержки большой своей партии. Именно во время этой поездки Горький начал писать свой личный роман «Мать», который впервые вышел на английском.
ребята, время истекло. Закончили? Так, какая группа готова? Пожалуйста, первая команда. Мадина, идите к доске. Вам детство Максима Горького, да? Давайте, ребята, остальные все слушайте и смотрите сюда. Детство Максима Горького прошло очень тяжело. Когда ему было 3 года, умер отец, и он остался с мамой. Но потом, когда ему было 10 лет, умерла его мама. Мальчика воспитывалась после этого где-то по матери Каширина. Дед заставила юную Алешу зарабатывать самостоятельно. Алеша нигде не училась, потому что у него не было возможности. У него не было возможности, да? Так, значит, когда он родился? Ребята, Дамир, пожалуйста. Максим Горький родился в 1860 году. Молодец, молодец. А он учился, ребята? Муштари? Нет, у него не было возможности. Так, он так хотел учиться, но у него не было возможности, да? Молодец, пожалуйста. Так, вторая команда. Готовы? Давайте идите к доске. Произведение Максима Горького, да? Мы составили схему на произведение Горького. В 1888 году Горький был на короткое время арестован за связь с марксистским кружком. Его первое произведение было «Макар Чудра». И смысл этого произведения было о любви и боли. И другие произведения – роман «Мать», песня о Соколе, «Мои университеты», «Детство в людях». И у него это трилогия. Как называется трилогия? «Людях», «Мои университеты» и «Детство». Молодец. Так, первые произведения Максима Горького, ребята. Кто? Рухсора? Его первое произведение «Макар Чудра». Макар Чудра, да? Молодец. Похлопаем, ребята. Так, дальше пойдем. Третья команда. Давайте идите. Быстрее, давайте. Последние годы и особенности Максима Горького, да? Максим Горький, он учит нас не сдаваться, не жаловаться. Максим Горький, он основатель. Максим Горький, социалистического реализма. Максим Горький умер в 1906 года. Молодец. Значит, когда он умер, ребята? 1936 года он умер. Он умер, да? Ребята, давайте все смотрите сюда. Сегодня вы очень хорошо участвовали и очень хорошо узнали о жизни творчества Максима Горького, да? И вы составили схему классики, да? И еще я вам предлагаю, ребята, прочитать произведение Максима Горького из этой книжки. Здесь есть все романы, рассказы и повести. Теперь, ребята, настолько сегодня мы узнали о жизни творчества Максима Горького, ребята, сейчас мы с вами работаем честно. У вас, у всех есть указательные таблички, ребята. Какой вариант правильно, ребята? Поднимите. Хорошо? Тогда давайте слушайте. Первый вопрос. Выберите полное настоящее имя Максима Горького. Варианты. А. Максим Алексеевич Горький. Б. Алексей Максимович Пешков. В. Павел Сергеевич Горький. Ну-ка, поднимите. Так, у всех вариант Б, да? Правильно. Молодцы, ребята. Значит, настоящая фамилия Максима Горького Алексей Максимович Пешков, да? Так, дальше, ребята, второй вопрос. В каком городе родился Максим Горький? А. Москва. Б. Санкт-Петербург. В. Нижний Новгород. А ну-ка, давайте. Молодцы, ребята. Значит, Максим Горький родился в Нижнем Новгороде, да? Следующий вопрос. Самый первый рассказ был издан под псевдонимом Максим Горький. А. Челкаш. Б. Старуха Изергиль. В. Макар Чудра. Какой вариант? Молодцы. Значит, правильный вариант Макар Чудра, да? Дальше, ребята.
Как называется часть автобиографической трилогии Максима Горького? А. Детство в людях, мои университеты. Б. Детство, Макарчудра, Челкаш. В. Детство, мать в людях. Так, молодцы, ребята. Значит, А вариант правильный, да? Детство в людях, мои университеты. Так, последний вопрос. Где провел детские годы Максим Горький после того, как осиротел? А. В семье деда по материнской линии. Б. У дяди. В. У деда отцовской линии. Так, молодцы, ребята. Значит, А вариант правильный, да? В семье деда по материнской линии. Ребята, сегодня мы с вами узнаем о жизни творчества Максима Горького, да? У него настоящая фамилия, когда он родился, какие произведения он написал, да? И мы с вами работали картами и узнали произведения Максима Горького. И тут дополнительно мы с вами ознакомили книги Максима Горького, да? Теперь домашняя работа, ребята. Дома читайте о жизни творчества Максима Горького, выучите новые слова, ребята, и составьте АЖК, схему, кластер или таблицу. Ребята, сегодня мы с вами работали с группой, да? Каждая группа очень хорошо участвовали, ребята. Теперь давайте считаем, какая группа сколько подснежники собираем. Давайте считаем. Первая команда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Молодцы. Они собирали 6 подснежники. Похлопаем, ребята. Так, вторая команда. 5. Сколько? 5. Похлопаем. Молодцы, ребята. Так, третья команда. У вас сколько? 6. Молодцы, ребята. Значит, ребята, на сегодняшнем уроке очень хорошо участвовали первая и третья команда. Да? Вам спасибо, ребята. И вам вторая команда тоже спасибо. И на сегодняшнем уроке, ребята, очень хорошо отличились Муштари 5, Рухсоре 4, Мадине 5, Сумай 4, Дамиру 4, Динаре 5, Хамиде тоже 4. Остальные на следующий урок тоже постарайтесь, ребята. И с этими заканчивается наш урок. До свидания. Здравствуйте, уважаемые учителя! Я Гапарова Алхана Абдукадыровна, учительница русского языка и литературы средней школы 63-я Кыргызстана. Мой педагогический стаж 16 лет. Сегодня я провела урок русской литературе для 7 класса. Тема урока «Жизнь и творчество Максима Горького». Цель урока – ознакомить учащихся с биографией и творчеством Максима Горького. Развивать словарный запас учащихся, свободно общаться на русском языке, воспитывать молодое поколение лучшими мастерами, владеющими техникой через произведения писателей русского народа. На сегодняшнем уроке я использовала следующие методы организации урока и проверки домашнего задания. Пересказ текста, работа со словарем, АЖК, работа по картине, схему, работа по карте, работа с книгой и раздаточные карточки. При освоении новой темы я досконально освоила учебник на основе учебной программы для учеников, подготовила энциклопедию, справочники, термины и информацию с интернета, связанными с этой темой. План урока составлен.
При освоении новой темы я работала с учениками в небольших группах. При освоении новой темы я работала с учениками в небольших группах и объяснила новые темы ученикам на основе АЭМ и АЖКО. Если прошлый урок, нынешний урок и следующий урок совпадают, то урок достигнет своих целей и будет полезен. Во время закрепления урока я провела тест, чтобы проверить знания учеников. По сегодняшнему уроку было дано домашнее задание читать и пересказать тексты, составить АЖКО, работать со словарем. Оценки учеников за сегодняшний урок я ставила их в дневнике и оценивала учеников групповой и индивидуальной оценкой. Спасибо за внимание.